8 декабря. Пирамида. Дом для престарелых, детский дом и больница. Напротив, коррупционер, а между ними Фемида. На чаше весов взятка и, как говорит автор, совесть. Это аппликация Малика Гильманова. Третьеклассник Арской школы стал призером конкурса творческих работ «Надо жить честно». Потому что совесть думает, что делает, а коррупция и взятка... Он так и не сказал, что она значит. Оно и к лучшему. Согласен отчасти, только тут вопрос возник. Если есть вариант... Вирусный ролик под известный рэп. Так творчески подошла к конкурсу команда студентов из энергетического колледжа. Решили сделать его вирусным, чтобы ребята по нескольку раз его смотрели и поняли, для чего мы сделали этот ролик. Видеоролики, рисунки, плакаты, сочинения. Всего конкурса антикоррупционной направленности приняли в этом году рекордные 700 работ со всей республики. Весь тот контент, который они производят, а его очень много, мы также в течение всего года используем. То есть это и социальная реклама, это и различные видеоролики, это и их работы, которые развешаны, соответственно, в государственных органах и так далее. Сегодня всех победителей и призеров наградили в Казанском Кремле. В молодых людях, в ребятах еще силен дух максимализма, деление всего на черное, белое. Но и здесь есть чему поучиться. Так, сами обучаясь, они учат взрослых тому, что коррупции нужно говорить нет. Салават Ахмадуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.